Таня Артемьева, иккис дневнига. Быгатардылар. Заканчиваю педучилище. Нынче уже 7 лет, как я с мамой выехала из родной Якутии. По ночам снятся мои родные горы, березы у реки, песчаная коса, где мы целыми днями до посинения купались в реке. Потом долго грелись, нежились на горячем от солнечных лучей песке. Своих родителей помню очень смутно. В моей тогда еще крохотной памяти осталась песня мамы. И то, что мы все время плыли, плеск воды и шум ветра. Отца задрал медведь-шатун, а мама умерла при родах. Так я осталась совсем одна, одинешенька. Правда, говорили, что у мамы где-то на севере есть родня, и еще есть мой интернатовский брат Миша. Мы с моей русской мамой каждое лето отдыхаем у маминой названной детдомовской сестры в Сочи. Тетя Глаша добрая, хорошая, там море, красиво, но меня тянет к родине. Я маме сказала, что после училища хочу вернуться на родину. Она ничего не сказала и заплакала. В последнее время она стала часто болеть. Живем вдвоем в предместье Саратова, в часе езды от моего училища. Мама работает медсестрой в детском санатории, а я подрабатываю уборщицей в административном здании санатория. Сегодня вывесили список вакантных мест на распределение. Якутии нет. Есть Сахалин и одно вакантное место в пединститут. Как раз физика, то, чего я хочу. Но там берут только круглых отличников, а у меня 2 четверки. Это по логике и методике физвоспитания. Перед логикой я всю ночь дежурила у маминой постели, а физвоспиталка почему-то с самого начала меня не взлюбила. Мама болеет. «Виват, Виктория! Я студентка пединститута. Получила красный диплом и вакантное место в пединститут дали мне. Мама тоже очень рада. А по предварительному распределению я должна была ехать в Джесказган Казахской ССР. Это меня мои друзья Айгуль и Канат уговорили. Когда получила распределение в пединститут, Канат и без того молчаливый стал угрюм, темнее тучи. Учусь в пединституте. Страшно боялась, что будет трудно. Нет, оказывается, даже такие предметы, как сопромат и ТММ, теория механики машин, которые студенты любовно расшифровали как «там моя могила», можно полюбить за их загадочность. Ни с того ни с сего вдруг обнаружилось, что я хорошо стреляю. С друзьями стреляли в тире, и я, поразив все цели, получила приз. Совсем даже об этом забыла. Когда началась спартакиада института, вспомнили, что я меткий стрелок. Оказывается, стреляю хорошо даже из пистолета. На Ташкентской универсиаде заняла 2-е место и стала кандидатом в мастера спорта. Кстати, там увидела своих земляков-якутов. Очень обрадовалась, но постеснялась подойти, поговорить. Кажется, я начисто забыла свой родной язык. Вернее, уже думаю по-русски, и слова русские мысленно пытаюсь переводить на родной. А якутские слова на ум идут очень туго. Умерла мама. Это когда я была на сборах. Весной положили в больницу, как всегда, на профилактическое лечение. Когда я уезжала на сборы, заехала к ней в больницу. Она была бодрая, говорила: «Ты уезжай, со мной все в порядке». Вечером легла спать, а утром не встала. Отошла тихо, незаметно. Бедная моя мама, а ведь она старше меня каких-то 12-13 лет. В годы войны совсем маленькой осталась круглой сиротой. Воспитывалась в детдоме. После 7-летки поступила в медучилище. По распределению оказалась в наших краях. Бедная, бедная моя мама. Сколько доброты, тепла было у этой маленькой женщины. Из своей крохотной зарплаты откладывала в сберкнижку на мое имя, видимо, чуяла, что не доживет до моего окончания института. После похорон и скромных поминок стало так одиноко и грустно. Во всем белом свете я одна одинешенька.
Да, еще там далеко на родине есть брат Миша. Интересно, помнит ли? Окончила институт. Без мамы даже долгожданный диплом не в радость. Получила назначение в один степной аул Саратовской области, где живут казахи и русские. С первых же уроков поняла, что моих учеников интересуют только резвые скакуны и бараны. Живу недалеко от школы у одинокой молчаливой бабки, у которой муж и 2 сына погибли на войне. Баба Маня держит 2 коз. Молока этих коз нам хватает. Сама бабка всегда или на огороде, или в авине. По вечерам вяжет платки, носки. Я тоже научилась вязать. Школа, дом, огород. По вечерам жужжанье веретена. Вот такая размеренная жизнь у сельской учительницы. Правда, несколько раз приходили подвыпившие женихи. Да баба Маня так гнала кочергой. А я смеюсь. «Баба Маня, за тебя я в замуж не выйду». Умерла баба Маня. Как всегда, копалась на огороде. Ее окликнула соседка. Баба Маня выпрямилась, тут же хватило сердце и упала. Я в школе принимала экзамен. За мной прибежали соседские ребятишки. Мне плохо. Опять одна. Оказывается, мы с бабой Маней очень сблизились. Решено. Договорные 3 года закончились, здесь у меня никого нет, еду на родину. Видимо, Бог есть. Прилетела в Якутск. Я его представляла совершенно другой, сказочной. А оказалась в пыльном, грязном, скособочившимися домами, битыми улицами городишки. И люди какие-то злые, издерганные. Кое-как выяснив, как добираться до Слободы, на речном трамвае направилась на другой берег. Предо мной раскрывались речные просторы. Лена, конечно, не Волга, но у нее своя красота. Долго стояла на палубе и мысленно возрождала увиденные в детстве картины и сравнивала с вновь увиденным. Меня мучил вопрос, как добраться до Слободы? И вдруг... О, счастье! Встретила брата Мишу. Я его представляла совсем иным. А предо мной стоял простой деревенский мужик. Но в его немножко грубоватых объятиях я почувствовала такую мужскую силу, за которой, как за каменной стеной, какой никогда мне в жизни не хватало. И повело. Во мне проснулась женщина. Поняла, что я его любила всю жизнь, и, наконец, Божьей милостью встретила. Встретила не брата, а мужчину, о котором всю жизнь мечтала. Маша мне совсем не понравилась. Как хозяйка она не состоялась. Дом, будто после налета махновцев, все кувырком. Сама она вроде бы рада встрече, но всячески дает понять, что меня здесь не ждали. Хорошо, что управление образования и в сельсовете очень быстро решили вопрос с трудоустройством и жильем. Я теперь преподаватель физики, по школьному жаргону физичка, Тегультинской средней школы. Дали однокомнатную крохотную квартирку в доме специалистов. Тут же переехала и занялась ремонтом. Я испугалась своих чувств и всячески избегала встреч с Мишей. Он сам забегает, то рыбку занесет, то дичь какую, то картошку. А однажды в начале августа зашел и просто сказал: «Собирайся, поедем в Тяги». И добавил: «на свою историческую родину». Я страшно обрадовалась и кинулась ему на шею. Ведь Тяги были за пределами моих мечтаний. Тяги ликвидировали как административную единицу, когда мы уезжали с моей русской мамой в Саратов. Жители Тяги распределили по деревням ближе к центру. С тех пор я свою родину видела только во сне, когда меня взбудораживала своими милыми воспоминаниями о Тяге и о тягинцах моя мама. Всю жизнь, пока жива, буду помнить эту поездку. Это были самые счастливые дни в моей не всегда веселой жизни. Сначала мы ехали на моторке. Река настолько обмелела, и мы на полпути вынуждены были остановиться.
Встал вопрос, что делать. Я сразу приуныла, а Миша решительно сказал: «Идем пешком, я с полпути не сворачиваю». Потом улыбнулся и добавил: «Мы, тягинцы, с полпути не сворачиваем». Издали манила высокая гора с вечными снегами. Меня очень сильно тянуло туда. На ночлег останавливались у древних стойбищ, где на скалах были нарисованы звери и какие-то непонятные знаки. Миша говорил, что это наши родовые знаки. На перекате Острогой поймал огромного тайменя. Из головизны сварили уху, а остальную часть Миша почему-то залепил глиной, выкопал ямку, туда положил залепленного глиной тайменя, обложил камнями и сверху разложил костер. Сначала поели уху, построили шалаш, искупались, вдоволь плескались, дурачились, как дети. Потом Миша из костровища вытащил нашего тайменя. «Ой, мамочки, никогда в жизни не ела такую вкусную рыбу. Куски глины отделялись с чешуей, а мясо белое, розовое, прямо тает во рту». Я удивила Мишу, сбила одним выстрелом сидящего на ветке глухаря. Он не знал, что я мастер спорта по пулевой стрельбе. А глухаря зажарили мы на вертеле. Наконец мы у подножья горы Тяги. При виде останков деревушки ком подкатывает к горлу. Торчат одни трубы, будто прошлась война. Мы сделали восхождение на вершину горы Тяги. На самой макушке столбы сторожевой башенки. Здесь стояли дозором, охраняя покой своих сородичей от недругов, наши предки. Когда мы добрались до самой вершины, солнце последними лучами озолотило все вокруг, подарило нам сказочную красоту. Под ногами расстилалась необъятная тайга, через нее змейкой, золотистой каемкой извивалась наша речушка. Прямо под горой она раздваивалась, а островок с высокими елями казался кораблем, выплывающим из тумана. Я доверительно прислонила голову на мощную грудь Миши. Наши губы встретились. Наконец-то это свершилось. Было больно и радостно. Я всю жизнь мечтала о красавце-мужчине, чтоб он меня трепетно любил, носил на своих сильных руках, нежно ласкал в своих объятиях. Я счастлива, меня любят, и я люблю. Проснулась очень счастливая с первыми лучами солнца. Рядом спал мой любимый мужчина. Его теплое дыхание касалось моей шеи. Даже спокойный сон моего Миши олицетворял надежду и опору. Лучи солнца через проем, нежно прикоснувшись к щеке моего любимого, осветили внутрь нашего шалаша. И я поверила в правдивость поговорки: «С милым рай и в шалаше». Ни за какие хрустальные дворцы не променяю свой шалаш, где провела свою первую брачную ночь. И я заплакала от счастья. Как я долго ждала своего счастья. Проснулся мой Миша, испугался и стал успокаивать, а я стала реветь в голос. Может быть, я эгоистка, но без Миши жить не могу. Попыталась из сердца вон, а как только его увижу, хотя бы издали, все свои зароки забываю. Че, онна Таниска Артемьева дневнигин уран әрекқа. Үлі-үләнен, олар әрі күн әбеттен кеhe, банниктаныр үгә соннағар манна, кырсалаққа кәхілі бәт. Нәделі бүтүтігер желі қағайын банниктаныр бұттуғынан білдерер. Қоту дойдуға банник ден әреккәс. Чырып мейсе, чурканнан әркін оңыран баран, ис өттін сердиелері аңардан, устурустан, әпсейден кәбіспіт, барытын қоту дойдуға үйінер мағынан тұтуақ диетәққа жәл бәғілі. Парданар сирдәқ, суынар сирдәқ, сыннянар сирдәқ, банник та банник бола түспіт. Мисе бәйті толкуйдан оңыр бұда хоға пары берер да берер, ыбылы парданан баран тақсан күржікті қарға түхен лабыт. Онтон хиржа кирен, бірастығынан суланан баран,
Эме мисе бейтон орбут мас кирехелелеригер налыян олорон тоң сиси итичей ихебит. Чырып мисе иккис кепсәне. Таныскам суруктарын ақтағын ди. Жәті көрдік бие соғылақ төс басы алағата үйей бәккі ақтыбаққа ғыджан әдер жақтары таптан кәбіспетім. Әр кехерейдәк жақтары құрттағынан таптыр ден олус бергеннік әппеттер. Маса қара сассырдаттан киәңе дейірі оғасадығар сылжара, оғылар күні бұхас қуалаға, онан таныска төңүттәғы олық сүйон инніне қанна түбәхияқ әбеттейрім. Бидді әбет сағына маңахынтан келе батылған жебер барарбын ғырыр қаталордық бұна таныскам түліпеннәті. Приходи на обед. Ты учуталларын немаларынан сассырда скуалатыгар барарыгар оғығын сабан білитетігер күес тұру арам барар, күні соскуалаттан кәлерігер ол күйе оғық суығығар күн күйен бұған тоғы ере бітті. Тустақ тәлі оғырсу, қапыста, бенегерет, сыалақ әттәқ мин, компот, бата күрдікс, сымнағас булачка, бұғата әбет тәбет. Сол күнтен Таныскаға атағын бәйтел жа тұрар, аны тұран анабы күрдік контуарам да чуғаға бөғі, Таныска жете отой жем күрдік болан қалла. Қантан әмет көраттан ду, орион кейніттен ду, участақтан ду аяннан кәлләқ піне контуара бар диян матыпта маңнай Таныскаға тиебін. Меген ахары сибетейду, битер ахары жақтырымсақ күрдік ду санама әр кейі боллағым де. Таныска кәнніне да атын жақталлар бағаллара, олар әрі қаялара да өйбер сүрәқпәр қалбатақ, өңі соқ нөмой кейіне күрдік. Улусас тұнманымсе өтіем сүйе қамсар жақталлар бары бір қалы бүшігай болбаттар, сақалар барақсаттар, олус берген тыллақ бұд, үрді үйітіріме анна ажыру, ден етімен масам тұхынан әтәлілер. Тас көстүйті олақанға олы хойбат, маны қотын, жетігер отуғар қайдаған бәян көрбітің. Таға қара чуғыр, үрін құба, ден маннағы қотыны дария дабыдабаны әтиекқа сөп. Көстер жүхіне бүрәтінігін кеге үтіуеті кеге. Түмен кехіттен сүйірден, сүйіз кехіттен сүймерден, дария күрдік бір әрі кехіні бұлу оққа сөп. Үрің сұбалағы ғын сотолығы елі бағы, әме бар болатчы, мен кыбыты хабын. Жау, мен Таныска бар, отой сығана ғо.